В зале 35 человек – депутаты, руководители организаций и ведомств. С июля комиссия изучила работу муниципалитетов по сохранению и развитию языка. Сегодня озвучили итоги. В некоторых районах мероприятия на татарском языке проводят только для галочки. Также анализ показал. Некоторые министры, даже владея языком, предпочитают не говорить на нем. Работа, связанная с языком, это не выполнение госзаказа. Вы должны работать от всего сердца. Ищите методы, дерзайте. В районах мы еще можем какими-то методами решить проблему. Но в Казани и Набережных Челнах, если что-то не сделать, то не будет будущего у родного языка. Еще одна важная тема – учебники по татарскому языку, а фактически их отсутствие. Сейчас начата работа по включению их в федеральный список. На эти цели выделены 21 миллион рублей из республиканского бюджета. При поддержке президента Татарстана для всех классов закуплены учебники по татарскому языку. Для этого были выделены дополнительные средства. Мы часто слышим, что методика изучения языка сложная. Вот эти новые учебники разработаны по другой методике. Сегодня комиссии презентовали 16 проектов, которые направлены на популяризацию татарского языка. Объявлен республиканский конкурс среди детсадов с обучением на родном языке. Дан старт детскому кинофестивалю «Милли Мультфес». Начинается конкурс среди мастеров художественного слова «Татарсюзе». Будет организован литературный конкурс на лучшую повесть, рассказ, стихотворение. Детский телеканал «Шаян ТВ» подвел итоги своего конкурса «Балашак Жира» на лучшую детскую песню. Принято 46 заявок. Однако этот конкурс обнажил еще одну серьезную проблему. Актуальная задача – создание татарского контента в сети интернет. Об этом говорил и Шамиль Садыков, руководитель акционерного общества «Татмедиа». Потенциал еще большой. Также специалисты в этой области проверили. По объему поступивших в Википедию материалов татарские значительно превосходят башкирские, марийские, удмуртские. Но существенно уступают русским, чеченским, азербайджанским. Важно создавать контент. То есть сегодня эра, когда для сохранения и развития любого языка на планете важны писатели на этом языке. Вот каждый человек – это боец. В числе приоритетных направлений развития и сохранения татарской периодики. Подписка падает, и важно подумать стратегию, как удержать татарские издания на плаву. По российским нормативам на 10 тысяч населения полагается 1,5 киоска. У нас пока этот показатель в 4 раза ниже. У нас очень низкие позиции. Агентство уже предпринимает ряд шагов, чтобы изменить ситуацию. Идет онлайн-подписка. Она выросла на 44%. Открываются вендинговые аппараты по продаже газет, чтобы максимально быть ближе к читателю. Иначе сохранить язык будет невозможно. Файруза Мазитова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.